Слово для выступления предоставляется обращающей стороне Джулдошеву Руслану Кеңешевичу. Прошу вас пройти к трибуне. Уважаемые коллеги Конституционного суда Кыргызской Республики, а также участники процесса, как уже было озвучено, что основанием к обращению в Конституционный суд Кыргызской Республики с данным ходатайством служит неопределенность и сомнительность в вопросе имеющейся судебной практики по применению судами части 6 статьи 271 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики и противоречие такой практике пункту 1 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики, которая закрепляет, что каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, предусмотренных Конституцией, законами, международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика, а также общепризнанными принципами и нормами международного права. И вот нормы, имеющиеся в Уголовно-процессуальном кодексе от 28 октября 2021 года за номером 129, были приняты Джулдошевым Кеңешевичем Кыргызской Республики 22 сентября 2021 года. Ну, как уже было сказано, что вот эта неопределенность и сомнения несоответствия имеющейся судебной практики пункта части 6 статьи 271, противоречие пункту 1 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики возникли в результате обстоятельств, которые уже были перечислены. Но я кратко еще раз хотел бы остановиться, что нами было подано заявление в Первомайский районный суд по факту предоставления гражданами Муралиевой и Алы Улу Кайратом, которые подали ложные сообщения о совершении преступления в правоохранительные органы, а именно управление внутренних дел Первомайского района. И следователь Абдраев своим постановлением отказал в возбуждении уголовного дела. Данное постановление нами было обжаловано в Первомайский районный суд города Бишкек, и следственный судья своим постановлением от 1 апреля 2025 года оставил нашу жалобу без удовлетворения. Мы, конечно же, хотели обжаловать данное постановление, но нам постановление, мотивированное от 1 апреля 2025 года, выдали только 4 апреля. То есть за один день до истечения обжалования данного постановления. Но чтобы обжаловать постановление, увидеть доводы, которые суд приводил, конечно, необходимо время, и поэтому мы в процессе подготовки жалобы мы поскольку 4 апреля нами только было получено постановление, мы в течение 5 дней, то есть 9 апреля, мы вместе с ходатайством о восстановлении пропущенного срока сдали в Первомайский районный суд. Но, Первомайский суд своим постановлением от 17 апреля ходатайство о восстановлении пропущенного срока оставил без удовлетворения. Ну, как уже было сказано, что основным доводом суда было, что раз представитель потерпевший был на оглашении, то уважительных причин для восстановления срока нет. Поскольку у нас было право обжаловать также данное постановление от 17 апреля, мы подали уже в Бишкекский городской суд жалобу. Однако судебная коллегия Бишкекского городского суда
также, значит, оставила нашу жалобу без удовлетворения, и с последующим, значит, обжалованием уже в Верховный суд, судебная коллегия Верховного суда также оставила, значит, судебные акты первой и второй инстанции в силе. И также, значит, все суды, значит, доводами судов было, что уважительных причин для восстановления срока не имеется, поскольку, значит, представители потерпевшие, значит, присутствовал на оглашении. Но мы считаем, что поскольку с момента получения судебного акта на руки до подачи жалобы прошло не более 5 дней, то есть считаем, что нами срок не был фактически пропущен. И суды при этом всех инстанций не приняли во внимание, что мотивированное постановление Первомайского районного суда 1 апреля мы получили на руки только, значит, 4 апреля, то есть спустя 4 дня после оглашения. И вот данная практика зачастую, значит, после оглашения следственным судьей решения обычно судебные акты выдают не в день, значит, оглашения, а вот как в нашем случае только через 4 дня. И поэтому, значит, остается очень мало времени для подготовки мотивированной жалобы, учитывая, что срок ограничения, значит, срок ограничен только, значит, 5 днями. Поэтому мы считаем, что такая практика, значит, ущемляет право граждан осуществлять судебную защиту своих прав и свобод, предусмотренную, значит, пунктом 1 статьи 61 Конституции. И в части 6 статьи 271 Уголовно-процессуального кодекса, значит, указано, что постановление следственного судьи может быть обжаловано в течение 5 суток со дня его вынесения. То есть фактически с момента оглашения судебного акта. Поэтому, уважаемый Конституционный суд, мы считаем, что в данном, значит, пункте постановление следственного судьи было бы, значит, целесообразным указать, что оно может быть обжаловано в апелляционный порядок в течение 5 суток со дня его получения сторонами. И в действующем Уголовно-процессуальном кодексе, соответственно, такая норма отсутствует, что создает, значит, неопределенность и несоответствие конституционным нормам. Также хотели бы обратить внимание, что обозначенная норма статьи Уголовно-процессуального кодекса ограничивает в сроках подачи, значит, жалобы участников процесса, в том числе потерпевших от преступлений. И, значит, если судебный акт следственного судьи выдан не сразу в день оглашения, то сторонам предоставляется, ну, считаем, что мало времени, так как для обжалования необходимо иметь мотивированный судебный акт, чтобы подготовить обоснованную жалобу. И сжатые сроки при несвоевременном, значит, предоставлении судебного акта не позволяет сторонам своевременно подготовить жалобу. Хотелось бы также отметить, что другие, значит, определения суда в уголовном процессе, они могут быть обжалованы в течение 10 дней. А в данном случае, значит, норма, значит, ограничивает обжалование 5 днями. И поэтому считаем, что не дает сторонам, значит, в полной мере пользоваться нормой пункта 1 статьи 61 Конституции, где, значит, каждому гарантируется судебная защита. И вот в данном случае получается у потерпевшей Шакировой в отношении лиц, которые совершили преступление путем подачи, значит, правоохранительные органы заведомо ложного сообщения, значит, ответственность за которую предусмотрена статьей 363 Уголовного кодекса Крымской Республики, заведомо ложное сообщение о совершении преступления, отсутствует возможность теперь для последующей защиты своих прав и возмещения материального ущерба, поскольку уже дальнейших действий уже, значит, предпринять, значит, невозможно. И поэтому считаем, что тем самым попираются конституционные права на судебную защиту и наносится значительный. То есть фактически жалоба адвоката на постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела в защиту интересов Шакировой не была рассмотрена по существу. Этот вопрос как бы остался, как бы сейчас получается, в воздухе.
и невозможно не привлечь тех, значит, людей, которые подали заведомо ложное сообщение, и каким-то образом возместить моральный и другой ущерб. Поэтому, уважаемые студенты, коллеги, мы считаем, что все-таки часть 6 статьи 271, она, значит, является неконституционной, и в правоприменительной и судебной практике используется против прав и интересов потерпевших и создает условия для невозможности привлечь к уголовной ответственности виновных лиц, а также взыскать причиненные преступлением моральные и материальные ущербы. Считаем, что статья 271 УПК должна быть дополнена нормой, устанавливающей, что постановление следственного судьи по жалобе может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 5 дней со дня его получения сторонами. И в таком случае будет уже реальная возможность и время достаточное, чтобы подать соответствующую жалобу. Поэтому на основании изложенного, уважаемые студенты, мы просим признать часть 6 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики неконституционной и противоречащей пункту 1 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики. Я Все, все. да?